Громко, четко и гордо. Движению юных инспекторов в марте исполнится 50 лет. В честь юбилея ЮИТ в 5-й школе открывает торжественное празднование по всей республике. Если обычно участники движения сами проводят профилактические мероприятия, то сегодня они в качестве зрителей. Ученики 5-й школы подготовили для них выступления. Вдоль дороги Таня скачет, у нее красивый мячик. Озорник из рук упал, угодил под самосвал. Тише, Танечка, не плачь. Мама купит новый мяч. Это право, не беда. Хорошо, что ты цела. Не играй ты у дороги. Будут целые руки, ноги. Все запомните, друзья, у шоссе играть нельзя. Не пострадает только тот, кто ходит там, где пешеходный переход. Дети рассказывают о правилах ПДД в стихах и песнях. В сценках участвуют Красная Шапочка, Серый Волк и другие сказочные персонажи. Их история переписана под реалии, их путь пролегает с соблюдением правил дорожного движения. А в этом им помогают дорожные знаки. Ехать быстро здесь не стоит. Говорит нам этот знак. Ограничить нужно скорость. Превышать никак нельзя. Здесь подземный переход, самый безопасный. Помни это, пешеход, или спеши напрасно. Стоп! Используй остановку. Оцени-ка обстановку. Нет помех, как добрый час. Нажимай сильнее на газ. Юным инспекторам такое выступление по нраву даже сами провели викторину, чтобы проверить знания учеников ПДД. Всего в 5-й школе 2 группы ЮИТ, в каждой по 7 участников. Они осознают важность профилактики для снижения ДТП. Динара Бештоева, ученица 5 класса, в их ряды вступила около месяца назад. Мне хочется показывать маленьким детям, что учить дорожные знаки – это как интересно, так и нужно, потому что вскоре они будут знать их и соблюдать. Обычно в ряды инспекторов юного движения набирают учеников, начиная с 5 класса. Они активно выступают во всех всероссийских мероприятиях и конкурсах совместно с ГИБДД. С каждым годом движение набирает все больше популярности. Мне очень нравится наша команда ЮИТ, и в будущем я хочу пополнить их ряды. Среди гостей сегодня и старший инспектор по пропаганде Зара Ужахова. Она поблагодарила воспитанников школы за креативный подход. Вся надежда идет на будущее поколение, то есть на вас. Вы видите, что в вашей школе активно работают юные инспектора движения. Вступайте в их ряды, будьте такими же яркими, активными. И мы с вами будем больше и больше встречаться. Мы с ними больше работы проводим, потому что они у нас самые активные. Исследования в области детской педагогики и психофизиологии показали, что более 80% всех знаний, умений, действий и способов мышления, которыми человек будет пользоваться всю жизнь, приобретают в начальной школе. Именно в этом возрасте необходимо закладывать прочные основы культуры безопасного поведения на дорогах. Это и есть главная задача юных инспекторов движения. Все мероприятия, которые проводятся в госавтоинспекции, именно когда нам помогают дети, это и есть юные инспектора. Они вовлекаются, им уже более интересно, мы более популяризируем это движение, чтобы дети не только для себя знали, но и работали в этом направлении, понимали, с какой ситуации складывается вся ситуация с дорожным процессом. И, конечно же, на сегодняшний день мы можем сказать, что уже в каждом образовательной организации есть такие команды, в которых у нас участвуют дети, активно участвуют дети, у них есть свои костюмы, у них есть свои девизы, есть свой внутренний позыв, есть интерес к тому, что можно внести хоть маленький свой детский, но вклад в безопасность дорожного движения. И в этом году у нас уже детей намного больше, у нас участвуют в этих командах уже 1206 детей, которые сегодня активно вовлечены в данное направление. За прошлый год произошло 36 ДТП с участием детей, 4 погибших и 34 пострадавших. Поэтому такие мероприятия проводятся по всей республике с завидным постоянством. Кроме работы с детьми, сотрудники ГИБДД часто проводят мероприятия с автолюбителями. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Исмаил Коригов. Новости 24.